Сегодня во всем мире отмечают День без табака. Он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В Якутске на площади Ленина в эти минуты проходит акция «Здоровая молодежь. Сильная республика». На месте событий работает наш корреспондент Денис Тишин. Денис, приветствую, тебе слово. Кристина, здравствуйте. Интерес к акции «За здоровый образ жизни» у якутян традиционно высокий. Вот и сегодня, несмотря на будний день, на площадь Ленина приходит все больше и больше людей. Организаторы мероприятия подготовили очень интересную программу. Здесь и многочисленные мастер-классы, и скрининговые обследования в мобильных центрах здоровья, и консультации таких специалистов, как пульмонолог, педиатр, кардиолог. Кроме этого, каждый желающий может получить консультацию у психолога по отказу от табакокурения. И на этой неделе во всех медицинских учреждениях республики также проходят дни открытых дверей, тренинги, мастер-классы, посвященные проблеме табакокурения. Денис, какая цель сегодняшней акции? Почему такое внимание приковано к проблеме курения? По данным республиканского Минздрава, в Якутии сейчас курит 60% взрослого населения. Но по данным медиков, из года в год эта цифра неуклонно снижается. Конечно, цель сегодняшнего мероприятия в первую очередь это ознакомить якутян с пагубными последствиями курения, от рака легких до хронических респираторных заболеваний. Мы поговорили с врачом-методистом республиканского Центра медицинской профилактики Надеждой Кириллиной. И вот что она рассказала. И в первую очередь курение приводит к раку легких. Это на первом месте. А дальше идет у нас заболевания сердца, сосуды. Да, это в первую очередь инфаркты, инсульты, потому что курение приводит к сужению сосудов. А самые главные и тонкие сосуды у нас находятся в сердце и в головном мозгу. Вот это самые главные риски развития заболеваний. Напомню, акция «Здоровая молодежь. Сильная республика» продлится сегодня до 16 часов. Поэтому все желающие бросить курить, добро пожаловать на площадь Ленина. Кристина? Денис, спасибо за информацию. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Денис Тишин.